А сейчас в интернете очень много всяких спекуляций, связанных вот с этими ДНК-исследованиями, которые, вот, как вы сказали, придумывают любители. И даже мне попадалось, что гаплогруппа R1A, которая характерна и для татар, и для киргизов, и вообще для многих народов, начали называть славянской. И подобного можно найти в интернете очень много. Как простому человеку, который хочет разобраться в ДНК-генеалогии, понять, кого слушать, кого не слушать, что читать, что не читать? С R1A действительно такая сложная история. Эта гаплогруппа характерна для славян, ну, для Центральной Европы, скажем так, да, и в том числе она преобладает у славян. Но гаплогруппа древняя, и в последние годы удалось разделить ветки европейские от восточных веток. То есть, потому что они преобладают и у жителей Индии, насколько я понимаю, да, ну, у каких-то каст там определенных, они преобладают и у киргизов, по-моему, там зашкаливают они. Мы можем и у монгол обнаружить. Мы можем гаплогруппой R1A. Кстати, вот есть интересный результат. Значит, это монгол, и эта группа монгол, она относится к клану татар. Вот. Сейчас, которые проживают. Сейчас они живут во внутренней Монголии. Вот, значит, протестировался один из представителей вот этой группы, и выяснилось, что близкие совпаденцы, которые у него есть, это только, их не так много, но это только татары Поволжья. Ну, если уж говорить конкретно, это вот это Мишари из Ульяновска. Они живут в Чувашии, Ульяновской области, в общем, с территории бывшего Симбирского уезда. Это какая гаплогруппа? R1A.